Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, чтобы не потерять мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное вам спасибо заранее за вашу подписку, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши лайки. Огромное спасибо всем тем, кто делает донаты и поддерживает мой канал. Мои дорогие, благодарю вас от всей души. Прошу Всевышнего помочь вам в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Огромное спасибо еще раз. Мои милые, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Это сделает вас счастливым человеком. Какая неожиданность стучит в вашу дверь? Если вам это интересно, посмотрите на песочек, загадайте на себя и просто загадайте на свое счастье. Вот так и спросите, что сделает меня счастливым человеком. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что же нам покажет и расскажет песочек. Угу. Так, давайте начнем снизу вверх идти. Во-первых, я вижу у вас человека, который идет в вашу жизнь не с пустыми руками. Это может быть и мужчина, а может быть и женщина. Человек под вопросом, то есть это пока на сегодняшний момент секрет. Человек, я так понимаю, неожиданно. То есть здесь фишка в том, что неожиданно человек появляется в вашей жизни, и неожиданно этот человек обрушивает на вас какие-то блага, которые унесет в этой кошелочке, корзиночке. У человека, смотрите, здесь кошелка, корзинка, а с другой стороны магнит идет. Магнит, либо подкова, что-то, что приносит удачу, что приносит радость, и что отгоняет Луну. Луна — это у нас знак сомнений, переживаний и затруднений. Вот с приходом этого человека в вашу жизнь к вам придет изобильность, к вам придет достаток, и к вам придет уверенность в том, кто вы есть, что вы делаете, куда вам дальше идти, чем вам заниматься. Человек несет вам не только, кстати, ресурсы, но и вести, хорошие вести, которые будут менять, либо исполнять что-то в вашей жизни, либо благодаря этим вестям вы будете перекраивать свою судьбу. Понимаете, человек непростой. Насколько долго человек пробудет в вашей жизни, я не могу сказать. Я вижу, что он очень полезен для вас, и что этого человека его посылают высшие силы. Не просто так он идет в вашу жизнь, не просто так будет знакомство, но есть еще один момент, который указывает на то, что вы этого человека будете выглядывать. То есть вы, возможно, будете искать человека, который вам поможет с чем-то, либо кем-то, либо ситуацией, либо вопрос, и найдете именно этого очень хорошего, доброго человека. Дальше, с другой стороны, вы склонились и вы пытаетесь вырастить, это маленькое деревце, росточек. Это и вы прям не знаю, как будто бы на земле работаете, и пытаетесь вырастить. Вы как будто бы собой защищаете этот маленький росточек. Смотрите, у вас идет момент того, что вы что-то придумаете. Придумаете что-то гениальное, уникальное, необычное, что позволит вам добиться большого прогресса, либо открыть какие-то свои скрытые таланты, скрытые возможности. Может быть, это даже ваша новая деятельность, новая сфера деятельности, новая работа. Может быть, ваш опыт в ведении каких-то дел позволит вам открыть, не знаю, свой бизнес, стать фрилансером. Либо вы свой талант реализуете в каком-то самом ярком проявлении, какое-то ваше детище. Но оно, знаете, оно будет как ребенок разрождаться, очень как-то вы будете бережно относиться, и вы не будете спешить. Почему? Потому что для вас важно, чтобы все было максимально корректно, максимально правильно и максимально четко. Знаете, благодаря этому делу у вас в жизни открывается новая дорога, новая благодатная дорога. В этой дороге вы очень много можете получить, заработать, узнать себя, проявить. Дорога, видите, какая светлая идет. Эта дорога будет уже дорогой, как говорится, до конца, с момента ее открытия и до ваших, например, до вашего решения прекратить работать, либо прекратить заниматься этой деятельностью. Очень широкая, очень открытая.
и очень результативное, принесет вам много денежек и прям прекрасный результат. Кстати, еще момент. Если вы, например, себя плохо чувствовали, либо чем-то были больны, то этот росточек обозначает ваше здоровье. То есть вы будете себе это свое здоровье возвращать, и да, начнете с малого и закончите вот именно крепким, стабильным здоровьем, без всяких проблем. Да? И это здоровье вы сохраните, ну, до конца своих дней. Видите, как широкая дорога у вас идет. Так, и это сделает вас абсолютно счастливым человеком, потому что вы сами себя от чего-то излечите. Ну да, вы будете пользоваться советами докторов, медикаментами, но здесь решающую роль сыграет ваше желание, ваше личное отношение к себе и к своему здоровью. Так, дальше. У вас идет человек, который меняется. Как будто бы вот этот человек скидывает, видите, как будто бы он кожу с себя скидывает, да, личину свою скидывает. А у кого-то может отыграться, что вот из человека, видите, выходит вот через какую-то боль, муку выходит какой-то злой дух. Видите? С левой стороны. И при этом еще и вот, видите, здесь такая женщина у нас, которая, видите, как с одной стороны Луну держит, а с другой стороны она человеком через голову управляет. Да? Эта картинка, она описывает несколько ситуаций. Давайте я вам дам вводные. Первая ситуация, например, ваш любимый человек был подмагиченный, намагиченный. Намагичить могла и мама его, и любовница, и разлучница, и кто только не мог. Да? То есть он был под влиянием этой женщины. Потому что все-таки она с Луной в руках, значит, она что-то делала. Она могла и магичить, и могла, например, шантажировать. То есть как бы, ну, магия, шантаж где-то вот вместе проходит, да, очень похоже по воздействию на человека. И вот человек как будто бы был под властью этой женщины, и в нем сидела вот эта злая сущность. Вот я вижу, идет освобождение. Я вижу через меч, через разрез, через вот, знаете, обрубание этой ситуации у человека идет освобождение. То есть, смотрите, человек, который вел себя странным образом, уходил из семьи, возвращался, там, никак не мог определиться, где, с кем он желает быть, наконец-таки сделает выбор, и наконец-таки человек почувствует себя свободным. Никто вот не будет в его голову лезть, да, и там все перебирать. То есть я вижу освобождение человека, который вам дорог, то есть за кого вы переживаете. Кстати, может быть, и вы мама, да, и у вас есть сын, который был под властью какой-то женщины, которая его там, извините, использовала в своих интересах. Идет освобождение. Если вы этого человека чистили, за него боролись, то вы своего, мои дорогие, добились. Так, а еще момент может быть прошлых отношений, да, когда женщина, бывшая, например, жена, благодаря, например, ребенку, могла шантажировать мужчину, могла там его держать на коротком поводке, могла его там доить по деньгам, ну и делать все, что ей захочется. Вот идет тоже разрезание этой ситуации, больше она влиять на этого человека не сможет. У вас, но не то чтобы счастье, у вас прям облегчение, я вижу, облегчение, выдохните, да, наконец-таки вы избавляетесь от такого большого груза и от такого переживания. Для кого-то это действительно было очень сильное испытание, потому что картинка большая, да, то есть, например, да, любимого человека разлучница увела, да, был человек, потом в один момент изменился в лице, все бросил, оставил и ушел. И вы с вопросом, да, что случилось, что произошло, почему так все произошло. Ну вот вам ответик. Главное, что все решается, главное, что все будет замечательно. Дальше. Здесь у вас веточка, которая зреет. Знаете, тут листики завязались, и почки еще, да, есть, которые не раскрылись. Вы знаете, то дело, либо та мечта, либо та ситуация, которой вы сейчас занимаетесь и думаете, она в развитии. Ей потребуется время. Вы, главное, раньше времени не переживайте, потому что развитие потребует, да, какого-то определенного промежутка времени. Спешить? Нет, не надо. Знайте, что все будет хорошо, знайте, что развитие обязательно произойдет, случится, и вот эти почечки, они превратятся в цветочки, цветочки завяжутся в ягодки, а ягодки принесут прекрасные плоды. Все это случится. Время уйдет. Наберитесь терпения и не бросайте раньше времени. Вот тут зависит от вас, от вашей выдержки, от вашего терпения. Если вы будете вкладываться, если вы будете ждать и терпеть, все будет замечательно. Ну, а если вы как с плеча рубанете и скажете: все, устала, не хочу больше ждать, то, к сожалению, можете зарубить какую-то очень хорошую идею, какое-то очень хорошее дело, мечту какую-то. Да? Относитесь более с пониманием к процессам,
Вот быстрых каких-то процессов я в своей жизни вот крайне редко видела, да, и то вот быстрота — это не гарантия качества, наоборот, вот не зря же есть пословица «поспешишь, людей насмешишь». Я понимаю, что вы, может быть, человек немножечко нетерпеливый, может быть, вам нужно здесь и сейчас, иначе у вас как ломка какая-то начинается, но возьмите себя в руки. Вот эта ситуация, которая именно говорит о том, что нужно потерпеть. Так, мои милые, здесь у вас 2 ягодки, 2 человека. Смотрите, вот как будто бы 2 вишенки, да, и тут еще веточка у вас есть. Здесь 2 человека объединяются для создания общей дороги, общей семьи и общего блага. Здесь явно будет какой-то кармический союз. Либо вы в кармическом союзе, и вы будете сходиться со своим партнером, с которым вы расходились, разбегались, либо у вас новый человек идет, человек вам по судьбе, и человек для того, чтобы с вами пройти жизненный путь, да, быть с вами в связке, быть с вами в паре, ваш именно спутник, ну а вы, соответственно, его спутница. То есть 2 человека, я вижу, соединяться. Соединятся они по большой любви, по обоюдному желанию. Отношения, сразу скажу, будут острые. То есть они не будут пресные, они не будут какие-то там мимимишные. Здесь будет все. И страсть, и огонь, и выяснения, и бурные выяснения, потом примирение. То есть пройдете все в этих отношениях. Вы такой человек, и он такой человек. То есть вам другие отношения, они не зайдут просто. Это очень интересная ситуация. Вы здесь друг друга будете подтягивать в каких-то вещах, учить и прокачивать. То есть, как бы, в принципе, на то они и кармические, да. Кармические не бывают легкими. Вы здесь решаете очень важные вопросы для своего жизненного пути и для своего духовного пути. Дальше. Здесь у вас идет зарождение новой жизни. Причем это может быть буквально зарождение нового человека, беременность. Причем как бы беременности будет 2. Либо это переезд, перемещение с одного места на другое. То есть как бы вы с одной жизнью попрощаетесь, которой вы жили, и переедете, например, в другой дом, либо в другую страну, либо в другой город, да, где вы начнете свою новую жизнь. То есть у вас какой-то очень такой переломный момент при широкой дороге. То есть вы должны были это все пережить, и вы это переживете. Кто-то стремился, но у кого-то прям дороги были закрыты. Да? Может быть, человек несколько лет пытался куда-то уехать, переехать, начать с чистого листа на новом месте, и всегда не получалось. И вот пришел ваш срок, буквально, я не знаю, тут до конца года, да, может быть, максимум там, начала следующего года. Вот у вас будет эта широкая дорога, которая полностью, как перерождение, да, вот начнете жизнь заново. Очень хороший момент, и этот момент, он, во-первых, говорит о том, что вы не одиноки будете. Во-вторых, он говорит о том, что в вашей жизни вот прям такая перемена к лучшему, да, вот прям к лучшему. Не к худшему, не как обычно, не как всегда, а именно к лучшему. Мало того, тут еще, видите, вот такой вот вестник у нас благих новостей прилетел. Что-то вы еще узнаете. Здесь у кого-то, кстати, автомобиль еще выходит. Но кто, может быть, хотел, мечтал автомобиль купить, либо научиться водить. То есть, смотрите, у вас еще и мечта по поводу автомобиля исполнится. Мои дорогие, очень хорошее предсказание. Единственное, конечно, наберитесь терпения и понимаете, что все процессы, они требуют времени, требуют исполнения. Не спешите, не рубите, не горячитесь, да, немножечко, чтобы голова у вас была похолоднее, да, и сердечко тоже похолоднее. Все будет хорошо. Вас ждет счастье, вас ждет любовь, вас ждет новая счастливая жизнь. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.